На ледовых аренах региона готовят новый состав хоккеистов. Эрзи и Башлом за время карантина полностью модернизировали. Сейчас ребятам надо усиленно тренироваться. За время существования Республиканского хоккейного центра несколько юных спортсменов, заключив контракты, отправились в Краснодар. Все подробности в сюжете. В течение последних 2 месяцев арена была разморожена, и на ней шли ремонтные работы. Сегодня все технические вопросы позади. Каток залит, и вновь лед ждет своих посетителей. Хоккейную команду, которая уже успела соскучиться по игре, ждет нелегкий тренировочный процесс. В эти дни проверить лед на прочность решили не только любители игры с шайбой, но и министр спортивного ведомства Республики Ингушетия. Первым делом Али Дашхоклоев осматривает игровую арену. Лед залит, разметка также новая. Из-за пандемии коронавируса более полугода ледовые дворцы Эрзи и Башлоам пустовали. Однако в этом есть и плюсы. За время карантина оборудование хладоцентра, пришедшее в негодность, отремонтировали и модернизировали. Сейчас температура и площадка полностью соответствуют стандартам хоккейной ассоциации. Долгое время в связи с пандемией наши ребята они осуществляли уличные тренировки, то есть на открытом воздухе. Сегодня, слава богу, мы залили и лед залили, и условия видим. То есть хочу поблагодарить руководство, то, что они максимально включились в эту работу и наводят порядок и создают условия для наших детей. Это очень важно. Поэтому я сегодня остался довольным, увиденным и надеюсь, что у нас будет огромный поток именно хоккеистов в эту дисциплину. Приток молодежи Ингушетии в хоккее вправду впечатляет. Силовая и контактная игра как раз для горцев, считает Ислам Альдиев. Занимается он всего месяц, однако держится на коньках не хуже опытных игроков. К спорту относился спокойно, однако хоккей запал в душу. Я раньше не знал, что бывает хоккей. Когда я увидел, мне понравился этот вид спорта. Нападающий должен нападать на других, а я на защите, который стоит, должен защищать вратаря. А вот Аслана Мамилова новичком назвать нельзя. На льду он уже несколько лет и даже успешно участвовал на различных соревнованиях. Каждый мальчишка, смотрящий игру по телевизору, представляет, как заносит шайбу. А вот Аслан, напротив, всегда мечтал помешать нападающему. Насчет вратаря у меня было много всего. У меня и реакция была, растяжка, на шпагат садиться. Это все, что нужно вратарю. Очень давно не был на льду, 7 месяцев. На льду не был, сейчас 3-й раз выхожу на лед за 7 месяцев. Все-таки немного надо набрать, потерял тоже многое. Быстрее устаю, меньше получается. Сейчас все проблемы позади, и воспитанникам нужно только выкладываться на тренировках каждый день. Индикатором успеха работы Республиканского хоккейного центра можно считать и то, что 5 воспитанников ингушской школы переехали в Краснодар, заключив контракты с местным клубом, а 1 отправился в школу Олимпийского резерва города Санкт-Петербург, которая выпустила десятки поколений хоккеистов. Во всем мире хоккейный сезон начался в середине августа и уже набрал серьезные обороты. Тренерский штаб и руководство уверяют, что в короткие сроки подготовят конкурентный состав. А вот новое покрытие и инвентарь поможет игрокам быстрее влиться в игровой ритм. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.